Как вы знаете, в 90-м году Татарстан объявил о своей независимости, декларацию независимости, принял был референдум, были договорные отношения, да, с Татарстаном, с федеральным центром. И как бы наши власти и все наше татарское население, возможно, в душе хранит эту мечту о независимости в своем государстве. Вот вы лично и ваша партия поддержала бы независимость Татарстана, ну, не то, что там наши собираются завтра брать независимость, а вообще теоретически. Это как бы маркер для них. Независимость Татарстана как государства. Я вам скажу, что я не вижу Татарстан вне Российской Федерации. Но надеюсь, что и большинство граждан Татарстана, ну, Российской Федерации, живущих в Татарстане, также не видят себя, значит, вне Российской Федерации. И, конечно, вопрос своего развития, конечно, Татарстан может решать в рамках федеративного государства. И это федеративное государство, если использовать Конституцию так, как она прописана, позволяет Татарстану учитывать все свои особенности, включая национально-культурные особенности, которые, ну, естественно, должны уважаться всеми. И Конституция это предполагает. Не только предполагает, но это прописывает. Поэтому я не вижу никаких проблем для того, чтобы жители Татарстана жили в своей стране в составе Российской Федерации. И, потому что, ну, слушайте, татарский народ, так же как русский, это такой хребет вообще существования российской государственности. Именно коренной народ Российской Федерации. Исходя из этого, второй вопрос. Да, вы считаете, многонациональность России это благо или зло? Потому что вот мы видим, мы много об этом пишем, что законы направлены на то, что вот национальные языки, национальная культура, они как-то нивелируются все-таки, уменьшаются их права, и вот латиницу татарам запретили, и вот сейчас в концепции развития языков обучение на национальных языках даже исключено. Вот вы, если бы вы Нет, я не понимаю, почему это исключено, обучение на национальных языках. Как это? Русского языка в Российской Думе такой, да, концепция рассматривается. Просто рассматривается, значит, наше федеративное государство предполагает и дает основу для того, и защищает права национальностей, входящих в российскую, образующих Российскую Федерацию, именно на это национально-культурное образование, национально-культурное развитие, на сохранение этих особенностей, сохранение языка, своей письменности и так далее, и так далее. Это обязанность властей, федеративных властей, федеральных властей Российской Федерации. Поэтому я не вижу никаких причин для того, чтобы об этом волноваться. Значит, если мы во власти, безусловно, мы эту Конституцию нашу будем исполнять в полном объеме. И Татарстан будет иметь так, как он имеет сейчас, просто это сейчас немножко поджимается, как вы говорите, разными законами, по чуть-чуть с боков, но однозначно, что все республики должны пользоваться своими правами в рамках федеративного государства. Даже и Татарстан, в первую очередь, самое большое. Концептуально, национально, то, что Россия такая многонациональность. Ну, это хорошо. Это мы живем веками. Какое зло? Мы живем веками. Вот в свое время Прохоров объявлял, что национальные республики надо упразднить. Вот если бы партия Парнас пришла к власти, она бы упразднила? Я не согласен с этим, абсолютно нет. Россия федеративное государство, и оно должно развиваться именно так. С этой концепцией я не согласен категорически. По поводу крымских татар, крымские татары, ну так случилось, что теперь ваши избиратели потенциальные. И крымский меджлис, который запрещен в России, теперь как вас объявил почетным представителем, членом. И вот вы говорили про Крым. Вы бы вернули Крым? Как бы вот вы говорили, нужно восстановить законность. Вы вернули Крым, если бы вернули? Да, но не я вернул. Ну, вот я говорю, что договор между Россией и Украиной, он бы, наверное, предусматривал, скорее всего, возвращение Крыма Украине, так как это было до аннексии в 2014 году. Поэтому тут ничего такого из ряда вон выходящего или особенного нет в этом. И поэтому автономия крымских татар, безусловно, это естественное требование и желание людей, живущих там. И по поводу федерализма еще раз. Вот федерализм как таковой и больше прав для Татарстана, для регионов, он как бы сейчас тоже нивелируется. И в Татарстан в 90-е годы жил богато, потому что налоги платил не так, как
как сейчас платят, например, сейчас все отправляет и так по крохам получает. Вот если бы вы пришли к власти, вы бы изменили это? Значит, я бы изменил порядок общий, о чем мы говорим. Это означает, пропорция налоговых доходов должна быть 50 на 50. И это означает поддержка местного самоуправления. А оно сегодня обескровлено. Но какие-то особые предпочтения для Татарстана, Башкортостана или для Чечни и для других там, республик, особые какие-то налоговые режимы нет. Это разрушает единство экономического пространства. Но потенциал Татарстана, Башкортостана, других республик здесь, Удмуртии там, и других, не буду всех перечислять, значит, их потенциал такой хороший, что нужно просто пользоваться именно свободой перемещения товаров, рабочей силы, инвестиций, капитала. И это как раз дает возможность для многопланового развития. 50 на 50. 50 на 50 это деление с федеральным центром. Да. Вот крымские татары, для них тоже важен вопрос. Признали бы вы их, реабилитировали бы их, если бы вы были у власти? Ну, разумеется. Потому что Украина их не признавала много лет. И как бы в Россию они вошли, их признали, они сначала плакали от радости. В России все народы реабилитированы. Вы бы их признали. Однозначно. Осуждение сталинизма и реабилитация всех, кто подвергся репрессиям, это базовая вещь, которую мы говорим, что мы именно так и сделаем. Более того, осуждение сталинизма и, скажем, даже вынос тела Ленина из мавзолея – это важная вещь. Нам нужно покончить с этим ужасным периодом. Вы следите за тем, что сейчас в Крыму происходит? Крымские татары очень жалуются, пропадают люди. Ну, мы знаем, что там беспредел, и правозащитники работать там не могут. Да, мы знаем. Вот сейчас с телевидением, там, с каналом была там целая проблема. На Джамалу сейчас большое давление. К сожалению. Нет, ну, конечно, мы поддерживаем. Поддерживаем права любых, будь то украинских граждан или российских граждан.